Мне недавно показали Инстаграм. Я не большой специалист в социальных сетях, я больше так могу листать, смотреть. Мне показали такую запись. Вот сценка заснята в купе поезда. Молодой человек на переносном синтезаторе играет полностью ноктюрн, видимо, своей избранницы, которая сидит напротив. Музыка-то не только твое нутро, твое сердце, твои знания, там, профессионализм. Без людей искусство не нужно, включая и музыку, потому что мы это творим, потому что мы живем в зеркальном мире, потому что все отражаемся, мы все отражаемся в друг друге, в событиях, в явлениях. На нас действует все: взгляд, погода, настроение. А музыка — это как средство общения, высказывания любви, печали, горя, радости. Все, что вот мы переживаем всю свою жизнь. Я написал первый цикл «Камдарирон Лапута Жаренс», где-то поют осетинские парни. По тем временам популярность, она была от того, ее играли в ресторане «Владикавказ», он тогда был один из немногих. И сразу же, в то же время, людям понравилась песня на стихи Гиго Цагараева «И все-таки ты меня не понимаешь». Ну, я лучше всех и пел, и первый спел, это мой когда-то был ученик Заур Кабалоев, кавказар, которого все знают. Ну вот песенный период закончился, и я по возвращению с армии и перед армией, мне больше всего нравилось работать с детьми, потому что я еще не знал пути пространства музыкального в Северной Осетии, в Владикавказе. По просьбе тогда школа искусств была. Написал первый детский альбом, где было очень много пьес. И потом, после этого, наступил период Осетинского театра. Вот Осетинский театр, это уже после армии. И первая была сказка. Для меня вот все, что я перечитал в своей жизни, очень много. У нас и дома было много книг, и в семье были люди, которые имели отношение к библиотеке. Я перечитал все сказки, и вот «Слезы радости» — это первая сказка. И был огромный период, я писал музыку ко всем спектаклям всех театров Южной Осетии и Северной Осетии. И вот с 1985 года
Я недавно считал, я написал музыку к 58 спектаклям. Когда Анатолий Дзиваев организовал театр «Нарты», то мне было тогда 32 года, и первый же спектакль «Отверженный ангел» я стал лауреатом премии Костахи Тагурова. И потом еще 2 спектакля Осетинского театра уже и Русского драматического, они стали лауреатами премии Костахи Тагурова. И тут я вам хочу такой музыкальный спектакль по пьесе Горина «Шут Балакирев». Он очень известный, он в Ленкоме с успехом шел, но Горин разрешил поставить в нашем русском театре. И мы начали работу. Это целый мюзикл. Но тут случилось несчастье в моей семье, не стало моей мамы. И я решил отказаться от этого спектакля, чтобы не срывать их планы. Юлий Тамирян и руководство театра остановили вообще спектакль, и когда прошло 40 дней, 2 месяца, мы возобновили, и вот этот спектакль стал очень известным. Я вам оттуда хочу наиграть главную тему. Тему любви Петра к супруге Екатерине. Современным композитором быть очень тяжело по одной большой причине. Написав симфонию, она будет находиться в лучшем случае у тебя дома, партитура. Ну и я могу ее сыграть небольшой группе людей на рояле, если я могу играть, а если не могу. Вот Шнитке не играл свою музыку, но он писал гениальные симфонии. Для того, чтобы быть исполненным симфоническим оркестром в любой филармонии, таких нету средств. А они не исполняют музыку здравствующих, живущих композиторов, потому что у них заказ, их никто не знает. Почему в Европе исполняют композиторов не из самой лучшей музыки, тех, которые живут в Европе, в Америке, в других странах? Почему? Как только симфонический оркестр, возьмем Берлинский филармонический оркестр, если он исполняет музыку немецкого композитора, который живет сейчас в Лейпциге или в Мюнхене, государство платит этому оркестру деньги за то, что развивается национальная музыкальная культура. У нас этого нету, поэтому труд композитора
он ничем не оплачивается. И скажу вам самое страшное, что из реестра профессий вычеркнуто слово «композитор». Его нету. Я попадаю впервые в филармонию показать Павлу Арнольдовичу Юдыху свое фортепианное произведение для детей, концертина для фортепиано и струнного оркестра. Свидетель рядом стоял такой же молодой Николай Кобоев, Сухарников, художественный руководитель Александр. Павел Арнольдович посмотрел ноты и сказал: я вот такой примитив не играю. И эти ноты назад нам их передал. После этого, вот сейчас трудно современному зрителю и особенно молодежи понять, ровно через месяц премьера этого концертина была в Вильнюсе. Сейчас даже трудно представить, что оркестр имени Черлёниса, они впервые исполнили вот это концертино и кантату «Чего памяти лицо», посвященную на тогда 40-летию Победы. Это сейчас вот как из области фантастики это все. И вот это концертино, оно такое все простое. Самое удивительное, они потом приехали через полгода сюда и играли на сцене филармонии, так я впервые прозвучал. А потом каждый год в Литве был конкурс. Кто из детей лучше сыграет, тот имеет право сыграть с симфоническим оркестром. И уже и страны не стало СССР, и все разошлись по своим комнатам. А это концертино по сей день видимо, одно из самых популярных для юных пианистов. Вот с того момента до последнего дня жизни Павел Арнольдович исполнял практически все симфонические произведения. У меня начался другой период. Бибо Ватаев был тогда министром культуры, мы вместе работали в Осетинском театре. Он меня за ручку привел в филармонию, и меня назначили художественным руководителем. А через год, через полтора стал и директором, и художественным руководителем. И по сей день, пока меня терпят в филармонии. Вот всю жизнь, которую я прожил, я видел очень много величайших людей я встретил, и которые просто, кто замечания делал, кто уму-разуму учил. Это вот Осетинский театр, эти великие пианисты, дирижеры. А время это было очень тяжелое. И я очень трудно представлял наступление нового столетия. Я вот помню, это 99-й, 2000 год. Я думал, что его просто не будет, и все закончится, какое-то такое было. Я написал 2 произведения. «Театр» — это поблагодарить Осетинский театр за то, что они из меня сделали человека. А «Молитва» — это была пьеса, посвященная вот тем страхам, мыслям и представлениям, что же будет в будущем. Хотя прекрасно я понимал, что наступил новый век, в котором я уже как гость, я все равно остался консерватором 20 века. И я сейчас с этим столкнулся на всяких фестивалях. Сейчас молодым композиторам, чтобы показать пьесу, можно играть руками на струнах, можно залезть на рояль, можно сидеть на клавишах. И еще видеоряд, вот эти все цифровые. Я для того, чтобы показать тему любви, мне не надо видео. Я вот попробую это сделать пальцами. И вот я вам сыграю молитву, как я перешел в 20 век. Это вот было такое произведение, я так его помню.
что-то произошедшее или какое-то событие, оно может тебя ввести в фантастический восторг, и тогда ты бежишь к клавиатуре. Или же страшное горе может тебя постичь, но ты же в этот момент не бросишься, но оно будет у тебя сидеть в голове и в сердце, и в конце концов ты опять придешь к инструменту, чтобы выразить теми средствами, которыми я умею владеть, то я расскажу людям, как я это переживал. Потому что внутри все переворачивается и от хорошего, и от страшного. Я хотел написать симфонию «Моя Родина» о Беслане. Там я детство провел. Но вот Беслан, он перевернул все во мне, и тогда я понимал, что нужно писать. Для меня самое важное было написать 2 арии. Там во второй части 2 сопрано поют на русском и остинском языках. Это 2 мамы. Там же одна из трагедий, которая была, политическая и физическая, и вот это все, это страшно, я даже не хочу говорить сейчас. Но там еще была трагедия, она у меня засела в голове. Эта школа находится около речки. Там воды, ну, залейся. Это ария, мама поет, что дети хотели пить, и у них не было воды. И вот эта Бесланская симфония, она и пошла. Мне нужно было написать образ детей.
Вот это вот фрагмент из Бесланской симфонии, и она исполнялась разными оркестрами и в других странах. И вот так вот это страшное время прошло, и я писал в дальнейшем многие произведения, старался писать для Осетии. То есть выбор у меня всегда был. Я просто хочу это вот первый раз, наверное, сказать. Еще в 96-м году или идти в филармонию из Осетинского театра, или уехать в другую страну, куда уехала моя супруга с двумя старшими дочерьми. Мы не ругались, мы не разводились. Она просто не хотела жить в России. Но я не для того приехал в Осетию после консерватории, после всего, чтобы уехать в Канаду или в Америку. И, ну, во-первых, я никогда бы маму не оставил, если бы даже на такой шаг решился. И потому что вся моя жизнь и все, что я сейчас перед вами себе представляю, это моя мама и все те добрые люди, учителя. И я всегда старался делать для Осетии. Фортепианной музыки без моей хватает, но я всегда был влюблен в музыку Феликса Алборова и хотел, чтобы продолжить его. Есть слова, записанные его рукой, Феликса Алборова, моему последователю. Это выше, чем любые звания, медали, ордена и все остальное. То есть Феликс Алборов, и не просто он на словах меня любил и считал своим последователем, но когда его не стало, он не успел закончить оперу «Фатима», эти ноты принесли мне, его семья, для того, чтобы я завершил эту оперу. И сейчас уже после всех войн, после всего, когда в Южной Осетии открыли новый, вот отреставрированный, отремонтированный драматический театр, то первый спектакль это был «Фатима». И для меня было самым большим счастьем, что была написана музыка Алборова, и рядом с ним было написано Ацамаза Макоева. Вот быть рядом с ним в одной афише, это все равно, что быть рядом в одной афише, как раньше бывал, там, Дмитрий Шостакович, Брамс или что-то там, или Макоев, или это все. И вот я свою жизнь посвятил тому, чтобы осетинскую музыку знали и любили во всех соседних республиках, даже с кем у нас очень сложные отношения. Все нынешние композиторы — это мои воспитанники, мои ученики. Больше всего музыки на стыке двух столетий я писал детям. И эти детские произведения мне помогли добрые люди издать все фортепианные произведения, которые были написаны 10-15 лет тому назад. И вот этот сборник, он стал популярным. Мои однокурсники, одноклассники, с кем учился в консерваториях, они забирают эти сборники и в Мюнхене, в Нью-Йорке играют, ну, допустим, чисто осетинская юмореска для фортепиано. Больше всего на свете я люблю свою маму и детей. Причем чужих детей я люблю, наверное, даже больше, чем своих. И я всю жизнь посвятил детям. Что такое дети и кто такие дети? Почему я их обожаю, люблю? Это самые честные люди, самые бесхитростные, самые искренние, с которыми я встречаюсь. Им не надо ни зарплаты высокой, им не надо ни протекции. Они пришли сюда с широкими такими огромными глазками, у них еще все непонятно, и они как пластилин. Мне достаточно 10-15 минут пообщаться с ребенком, даже
по клавиатуре ножками, чтобы походил, я могу предугадывать, а вот этого становится страшно. Вот этот ребенок будет такой, этот будет такой. И это с возрастом приходит. Конечно же, вслух скажу, что все дети талантливые. Только потом на ухо маме или папе скажу, сколько надо приложить усилий, чтобы был результат тот, который они себе представляют. Просто у одних бриллиантик глубоко спрятан, его надо очень долго доставать, специальные такие ниточки, нежные, и вот так это вытягивать какими-то узелками. А у кого-то прямо на поверхности. Ну, там уже, как говорится, все в руках уже родителей и педагогов. Мы с Зойкой Итмазовой придумали «Звездочку Осетии» вот в этом здании, вот в этих стенах. А власть пошла ко мне навстречу, и все, что были деньги в республике, это все вот мы старались детям. Подарки, деньги, подарки, потому что это были 90-е годы, когда к вечеру цена на хлеб менялась. Такие были моменты. У нас был мальчик-гармонист, которому мы дали гран-при. Он такой был самый скромно одетый. Сегодня это Туган Сохиев, главный дирижер Большого театра. Я по ночам писал музыку, днем мы что делали? Мы пускали маленьких детей к взрослому симфоническому оркестру. А у меня было это право, будучи директором и руководителем филармонии. Часть оркестра ушли. Они сказали, что мы не будем с обезьянами вот тут заниматься, вот эти вы эксперименты ставите. Ну что это за эксперименты? Это Тимур Зангиев сейчас то, чем гордятся это вся наша страна и в первую очередь Осетия. Ко мне приходят мальчики, у меня сейчас одни мальчики. Они уже пишут музыку другую, 21 века. Они на компьютере, вот как я могу на фортепиано вам тут пыль в глаза пустить, они вот это на ноутбуке делают чудеса и создают музыку, даже, может, нот не знают, какие они нажимают. Я стал писать детскую музыку не только для фортепиано, для различных инструментов и для Республиканского лицея искусств. Я написал детский балетик. Он идет 25 минут. Но на сцене было 108 малышей от 5 лет до 15. Они были и цветочки, и медвежата, и все. И вот этот детский балетик, но там были два главных героя. Они меня этим самым понимали, что я уже никуда не денусь, придется писать. Называлась «Свирель отца Маза» по нарскому эпосу. Все, что вот есть хорошего через детей, это все было в этом балетике. Но там, конечно же, отца Маз и Агунда – это любовь. И вот это адажио я просто обязан вам его сыграть, потому что даже все цветочки, там 36-летних детишек, девочек, когда это адажио начиналось, они из-за кулис выглядывали, чуть не выпадали, потому что им это нравилось. Ну вот я надеюсь, может, и вам это адажио понравится.
Это вот такое даже из детского балетика. Еще когда родились старшие две дочери, у меня всего их 3, никто музыкой не занимается, нет у них этих способностей. Я решил написать произведение для фортепиано с оркестром. Первая часть старшая дочь, потом вторая. Ну и вот получился 18 лет назад, это самая младшая. Ее назвали в честь моей мамы Раиса. Думаю, это вот финал. И вот пока мы сидели на карантине, наконец-то не надо было все время тратить где-то, все сидели дома. Я дописал это. Представляете, когда начал и когда. И получилась бурлеска. Давно мечтал бурлеска. Это где позволительно все. Вот я свою жизнь изобразил. И получается так, что я вам раскрою секрет, что вот все, что я прожил в музыке жизнь, там есть и цитатки из старых, там есть тема мамы, там есть Беслан, такой кусочек, там есть просто издевательство над теми людьми, которые сделали очень плохо для Осетии. И эта бурлеска все-таки была написана. У меня есть очень близкие люди, Куликовы. У них есть замечательный маленький мальчик Макар, которого 5 лет приводили ко мне в филармонию старую. И я ему делал, так сказать, в кавычках, прививки музыкальные, чтобы он полюбил музыку. Мы по роялю и ногами ходили, и по клавиатуре. Там был орган, и на органе играли. Сейчас этот мальчик учится в Москве, ему 13 лет. Он учащийся школы одаренных детей имени Шопена. Вот ему я, так сказать, даю право сыграть премьеру этого концерта. И я надеюсь, что осенью эта премьера состоится. Так как у меня здесь нет оркестра, я все-таки выбрал Кисловодский оркестр. И я предлагаю, что премьера будет этого концерта там, этой бурлески. Но я всю жизнь занимаюсь осетинской национальной музыкой. Мне мои предшественники оставили вот то наследие, которое создавалось от Татархана Кукойти и еще раньше от Долидзе, Колесникова, Габараев, Хаханов и сегодняшний день. И при всем величии Мариинского театра они выполнили одну из функций для молодых людей, которые и для тех, кто посещает эти концертные залы. Они слушают русскую мировую классику. Но я хочу, чтобы было так, как 5 лет назад было всегда. В одном концерте звучала симфония Брамса и звучала симфония Ильи Габараева. Так делается в каждой европейской стране, так делается в очень богатых ныне регионах, так делается в Татарстане, в Америке. В каждом штате есть свои оркестры, в каждом университете, в каждой средней школе. Сейчас у нас оркестров стало много, но они совершенно не занимаются развитием национальной культуры. Это очень тяжело. В Осетии этой проблемы не было. В Осетии всю жизнь до 2016 года, до декабря 2016, нам завидовали все композиторы, особенно московские и питерские, потому что здесь был закон в концерте, который звучал симфонический или оркестр, или хоровая капелла, или любой коллектив, 50 на 50 звучит Бетховен и звучит Дудар Хаханов. Это было обязательно. В 1991 году мне попалась либретто Владимира Гутного «Аланы». И вот мне Министерство культуры, для меня это было так важно, что мне заказали для молодых певцов, которые закончили
образование в Москве, написать оперу «Аланы». Ну, в общем, я полгода этим только занимался, и вот написал эту оперу. Вот ее, увы, сначала не ставили по политическим, потому что там смысл такой, что наши предки, скифы, аланы, они не столько думали о своей родине, за деньги воевали сегодня за греков, завтра за германцев, там вот такое. А своя родина погибала, и ее пытались поставить более 20 лет. И вот, наконец, в 2013 году эта опера 2 дня подряд, премьера состоялась. Режиссер был Анатолий Галаов, с которым мы очень много работали в Осетинском театре. Это выдающийся актер и режиссер. И Лариса Абисаловна Гергиева, она была вот идейным вдохновителем того, чтобы вот эта осетинская музыка. Вот, пожалуй, практически последний раз, когда звучала осетинская опера у нас в Владикавказе. Время ушло, но вот фрагмент один, он как самостоятельной жизнью живет, и позвольте, я, конечно, хотел бы сегодня это наиграть. И там много всевозможных фрагментов. И, конечно, я бы сегодня хотел еще, так как мы по волнам моей жизни идем, и одно из, наверное, самых важных произведений — это симфония, концерт «Хроника года». Это вот тяжелый 92-й год. Все знают, что это для нашей республики было. И Павел Арнольдович, конечно, был первым исполнителем. Я играл на рояле. И вот там главная тема, когда мы вот столкнулись, что такое агрессия
война. Эта тема, я вот сейчас ее наиграю. Вот я чем гордился всегда. Моя бабушка была из княжеской семьи. Сама она была Тулатова, а ее мама была Туганова. То есть я себя считал племянником вот таких двух самых знатных фамилий. Практически нет такого сочинения, нет такого года с 78-го, вот когда был написан «Ноктюрн», по сегодняшний день, где бы ни была тема бабушки. Бабушка Тулатова, и есть знаменитая тема Тулатовых. Где хотите, я вам просто так покажу, там идет такой момент. Или можно это сыграть не в миноре, а в мажоре. И он в кого-то влюбился там, и сыграть так не... Меня часто спрашивали в различных интервью ваши любимые композиторы. Любимые, конечно, это классики. Это от Баха до Прокофьева, до Шостаковича. Это все понятно. Шопен, Скрябин. Без этого нельзя. Но те, кто тронули и повлияли на то, что я стал пытаться сам писать музыку, это два человека. Это, конечно, Эннио Морриконе и Эдуард Артемьев. Я считаю, что ничто так меня не захватывает. Если вы меня спросите, какие мои любимые фильмы, я рассказывал про сказки. Это фильм «Морозко», который я могу смотреть ровно столько раз, сколько он может идти хоть каждый час. И когда бывает совсем не вмоготу, а таких моментов в жизни было достаточно, это фильм «Однажды в Америке». Причем меня не столько даже эта трагедия интересует, как это потрясающая музыка, которая там. И у меня есть произведение для фортепиано, которое так и называется «Ни однажды, ни в Америке, ни Эннио, ни Морриконе». Вот такую пьесу, если позволите, конечно, я вам сейчас ее наиграю. Это одно из последних.
Она была очень строгая женщина. Все, что я писал, ей не нравилось. Она сказала, да, это все несерьезно. И она все-таки хотела, чтобы я был пианистом, вот прям как Ван Клиберн, и только играл Рахманинова, Прокофьева и Чайковского. У меня был в жизни один авторский концерт. В 2000 году дирижировал мой педагог Анатолий Аркадьевич Брискин. Ей впервые понравилось что-то. Поздно понял, что самое главное – это мама. Когда ты остаешься совершенно один и сам уже переходишь в роль мамы, папы, это совсем другое. Я познакомился со своим отцом, когда мне было 50 лет. А до этого он не хотел, видимо, общаться. Я его и в детстве его не было. Есть такие люди. Но я благодарен, что судьба так сложилась, и мы познакомились. И то произведение, вот, которое маме понравилось, вот уже отец слышал. Я вот небольшой фрагмент вам этого наиграю. А в симфонии и в бурлеске, который только предстоит, мамин портрет такой. С возрастом, знаете, что происходит? Внутри себя чувствуешь таким же, как и 40 лет назад. Возраст дает очень много положительного, но у возраста есть одно ужасное отличие от возраста молодых. Времени беспощадно не хватает с возрастом. Вот уже мне 24 часа не хватает, при всем том, что я сплю 4-5 часов в сутки. Все равно не хватает. Я не люблю день рождения. С одной стороны, с возрастом мало кто любит уже, чем старше становится день рождения. А с другой стороны, еще
Что моя мама ушла из жизни тоже вот в этот день, 15 февраля. Поэтому вот он у меня такой двойственный, такой тяжелый день, потому что 15 февраля я с утра на кладбище бываю. А если так философски сказать, то ничего радостного нету в день рождения, особенно с такими цифрами, как у меня. Павел Арнольдович Седых в шутку всегда говорил, вот хорошо бы от 50 лет дальше бы все вниз шло по годам. Но, к сожалению, об этом можно только мечтать. Наверное, не возраст. Знание рождает печаль. Ошибок столько он совершил в жизни. Какие-то вещи бы я хотел переделать, какие бы ни в коем случае. Но это все вот ворчание такое, ворчание пожилого взрослого человека. Вы меня поймете когда-нибудь. Я прям окунулся от ноктюрна, от 18 лет до этих цифр. И надеюсь еще принести радость всем тем, кто находится рядом со мной, и те, с кем я тружусь, живу, работаю. Самое главное — итог. Я очень хочу, чтобы на следующий день рождения я дожил, и у нас в Осетии был национальный симфонический оркестр, который будет пропагандировать больше всех именно осетинскую музыку. Чтобы мы успели, мое поколение, кто постарше, кто чуть помладше, чтобы мы еще успели принести радость людям. А люди хотят слушать осетинскую музыку. И спасибо вам огромное за сегодняшний день.